Здравствуйте. Прямо сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе на 2 июля. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Текущая эпидемиологическая ситуация в республике. Добрый день. Оценивая текущую эпидемиологическую ситуацию в республике, необходимо обратить внимание, что в соответствии с действующим указом главы республики Саха-Якутия на настоящий момент мы находимся в режиме повышенной готовности. И, соответственно, в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории республики остается напряженной. Оценивая этап, со 2 июля сегодняшнего числа мы перешли на второй этап развития событий. Что у нас сегодня за сутки? В целом на территории республики зарегистрировано с начала момента инфекции 4315 случаев. Необходимо обратить внимание, что за прошедшие сутки зарегистрировано 45 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 36 случаев остаются зарегистрированными, и примерно в той же цифре непосредственно сегодня город Якутск показывает на территории города Якутска, муниципального образования город Якутск. 3 случая зарегистрированы в Мирнинском районе, по 2 случая зарегистрированы в Алданском, в Амгинском, в Чурапчинском, Верхоянском районах и 11 случаев зарегистрированы в Вилюйских улусах. За прошедшие сутки у нас выздоровело 105 человек, именно с выздоровлением которых нам бы и хотелось их сегодня поздравить и поблагодарить медиков за работу. Хочу обратить внимание на следующий момент. Да, действительно, со 2 числа сегодня мы перешли на новый этап ограничений, который может существовать в текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Коэффициент распространения инфекции позволяет нам это сделать. Что является основным и обязательным для всех граждан республики, независимо от того, где они проживают, и, соответственно, независимо от того, есть зарегистрирован случай инфекции на территории района или нет. Это прежде всего ношение масок, это соблюдение социальной дистанции и, конечно же, беречь себя. Обязанностью также остается извещение соответствующих медицинских учреждений при повышении температуры и при возникновении определенного признаков недомогания, связанных в том числе с острыми респираторными заболеваниями. Для граждан, которые старше 65 лет и имеют определенную группу, относятся к определенной группе риска хронических заболеваний, остается режим полной самоизоляции до 14 июля. Необходимо обратить внимание на то, что их режим нахождения на улице, он является у нас ослабленным. Сам по себе можно небольшие прогулки, но самое главное, как можно меньше допускать контактов. К сожалению, в группе рисков как были, так и остаются. И сегодня непосредственно работа медиков наших это показывает, лица пожилого возраста. Поэтому я и сегодня призываю также беречь прежде всего своих лиц старшего возраста и беспокоиться о родителях и о своих бабушках и дедушках. Второй момент, на который я сегодня бы хотела обратить внимание, это режим работы наших государственных и муниципальных учреждений. Сказать, что мы вернулись к обычной нормальной жизни работы, это сказать неправильно. Государственным муниципальным учреждениям рекомендовано оставить как можно больше, непосредственно работников на удаленной работе и создать условия для того, чтобы не нарушать социальную дистанцию. Соответствующие рекомендации Минтруда будут определены. Что касается непосредственно работы и открытия торговых центров, то, соответственно, открытие торговых центров и мест общего пользования должно как осуществиться как со стороны владельцев центров, соблюдения всех санитарных норм и, соответственно, социальных дистанций, так и со стороны граждан, которые, безусловно, захотят прогуляться в настоящий момент в этих центрах. Что касается открытия межулусных перевозок на территории Республики Саха-Якутия, очень строго я прошу всех граждан, которые будут и пользоваться этими перевозками, и тех, кто непосредственно будет осуществлять перевозки, соблюдать правила Роспотребнадзора, связанные в том числе и с социальным дистанцированием. Поэтому, все сегодня наши послабления, которые есть, они в любом случае определены и ограниченными требованиями Роспотребнадзора Российской Федерации. Спасибо большое.
Это был брифинг вице-премьера Якутии Ольги Балапкиной по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе на 2 июля. Мы продолжаем. В стране подводят итоги голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию России. В республике самую активную явку показали жители Оленёкского, Аннабарского, Верхневилюйского, Среднеколымского и Татинского районов. В среднем по республике явка составила 55,56%. За поправки проголосовали 58,34% якутян, принявших участие в голосовании. Против 40,65%. Отметим, что это предварительные итоги. Сегодня в 12 часов на нашем телеканале смотрите пресс-конференцию ЦИК Якутии по итогам голосования по поправкам в Конституцию России. В качестве спикеров выступят председатель Центральной избирательной комиссии Якутии Алексей Ефимов, а также его заместители Иван Андросов и Ирина Конакова. Правительство Якутии рассмотрело предложение республики для включения в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. При обсуждении предложения о развитии транспортной инфраструктуры Айсен Николаев обратил внимание на то, что республика через этот проект максимально должна расширить круглогодичную транспортную сеть для обеспечения завоза грузов, в особенности в арктические и северные районы Якутии. Говоря о строительстве жилья, глава республики подчеркнул, что нужно обязательно добиться включения в нацпрограмму обеспечения земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой. Рассматривая предложение по обеспечению роста рождаемости, Айсен Николаев одобрил предложение о выделении дополнительных федеральных средств на ежемесячное пособие при рождении 2-го ребенка, а также о введении сертификатов на определенный вид семейного отдыха семьям с 3 и более детьми в пределах Дальнего Востока. С сегодняшнего дня в Якутии перестают действовать ряд ограничений по коронавирусу. Однако, как отметил глава региона Айсен Николаев, несмотря на снижение количества заболевших, в республике продолжает действовать режим повышенной готовности. Напомню, что до 14 июля пожилые граждане старше 65 лет должны находиться на самоизоляции. Также на территории Якутии, кроме населенных пунктов, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, будет дальше соблюдаться масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить во всех видах общественного транспорта и такси, а также при посещении аптек, объектов торговли и других организаций, обслуживающих население. 207 природных пожаров действуют на территории Якутии. Площадь активного горения более 2000 гектаров. За сутки возник 31 пожар и 22 ликвидировано. Сложная ситуация сохраняется на территории Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Среднеколымского, Тампонского, Усть-Майского и Эвено-Бытантайского районов. На тушение лесных пожаров привлекались 969 человек и 93 единицы техники. Еще около 200 планируют привлечь из Федерального резерва Рослесхоза. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 522 природных пожара. За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 1069 природных пожаров. В рамках межведомственного маневрирования сил и средств для тушения природных пожаров на территории Республики Саха-Якутия спланировано увеличение группировки на 195 человек из Федерального резерва Рослесхоза. Также за сутки количество пожаров увеличилось на 9 очагов. Площадь пожаров уменьшилась более чем на 26 тысяч гектар. 30 июня в Тверской области открылся Ржевский мемориал. Он стал одним из самых грандиозных военных памятников страны. На торжественную церемонию приехали президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко. Бронзовый солдат и музейный комплекс создавали по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто воевал на Ржевской земле. Памятник появился на месте кровопролитных боев, которые шли с января 42 по март 43. В тех сражениях погибли и сотни воинов-якутян. Максим Кардозу продолжит.
Этот советский солдат в бронзе поражает своим величием и размерами. Его высота вместе с курганом 35 метров. Строили комплекс на народные средства. Таких грандиозных памятников воинам Великой Отечественной в новейшей российской истории еще не было. И появление его именно здесь, под Ржевом, не случайность. В 1942-1943 годах здесь шли ожесточенные сражения. Потери Красной Армии только по официальным данным – это больше 1 миллиона человек, включая пропавших без вести и раненых. Долгие годы Ржевская битва оставалась единственной, память о которой была не увековечена. Теперь солдат, парящий над землей на крыльях журавлей, всегда будет напоминать о том, какой ценой досталось нам мирное небо. Бои под Ржевом шаг за шагом, день за днем приближали триумфальный исход Сталинградского сражения, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики. Тот самый окончательный, решительный перелом в ходе всей Второй мировой войны. Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу. Какой удар приняла на себя и отразила Красная Армия, где в едином строю сражались представители всех республик, всех национальностей Советского Союза. В годы Великой Отечественной под Ржевом воевали и тысячи якутян. Сотни остались лежать здесь, в братских могилах. В память о подвигах наших земляков в местах их сражений установлены мемориалы. Правительство Саха-Якутия одними из первых в новой России пошли на установление памятников в тех местах, где погибли их земляки. И прямо хочу сказать, обелиск, который стоит на Ржевской земле, в честь воинов Саха-Якутия, погибших на территории Ржевского района, отвечаю за свои слова, является одним из первых вообще на территории России. Список имен воинов-якутян, которые сражались и погибли в боях под Ржевом, постоянно пополняется. Только в этом году на мемориале в деревне Филькино добавилось больше 500 фамилий наших земляков, захороненных в Тверской области. Новый памятный знак появился и на холме Березуйский, где покоятся сотни якутян. Сегодня ничто не напоминает о былых сражениях, тяжелых сражениях. Поэтому появилась необходимость отметить это место. Это очень важно для потомков, солдат, которые погибли там. Поэтому именно и на месте сражения было предложено установить этот мемориальный камень, чтобы родственники могли бы побыть на этом святом месте. Причем поисковые работы не прекращаются. Волонтеры обещают воздать память всем героям, которые пали за Родину. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Тверская область. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь.